Вы не подскажете, как пройти в библиотеку? И сегодня этот вопрос звучит вполне актуально. Недостатка даже в самых маленьких посетителях сегодня нет. Читальные залы не пустуют. В республиканской детской библиотеке ограничений по возрасту практически нет. Как признаются сами сотрудники, пожаловаться на недостаток посетителей они не могут. Так называемый детский аншлаг здесь бывает всегда. И это не исключение, а правило. Вы, наверное, помните слова Лихачева, который сказал, что если даже погибнет вся культура мира, но останется одна хорошая библиотека, и цивилизация возродится. Общероссийский день библиотек сегодня отмечают по всей стране. Его приурочили ко дню основания в 1795 году первой государственной общедоступной библиотеки России. Даже спустя столетия книга не теряет своей актуальности. Свидетельством тому служит 631 библиотекарь в различных учреждениях республики. Районная, школьная, городская или республиканская. Их двери для читателей открыты всегда. Работают как во благо республики, во благо детей, которые идут к завтрашнему дню. Только с книги можно черпать информацию, достоверную информацию. В интернете есть много чего придуманного. Так что наша книга, она до сих пор остается важным фактором образования наших детей и вообще подрастающего поколения. Грамотами, благодарственными письмами и цветами в Национальной библиотеке накануне отмечали тех, кто служит книге, кто, несмотря на современные веяния, предпочитает бумажный носитель электронной версии. В 21 веке немножко поменялся стереотип библиотекаря. Это не тот человек, который выдает книги, принимает книги. 21 век – это новые технологии. Тем обязанностями, которые библиотекарь должен был сегодня выполнять, или те знания, которыми он обладал, их сегодня не хватает, потому что в век информационной такого бума библиотекарь должен просто, грамотно и умело находить информацию. А вот сегодня уже в каждом районе власти чествовали своих героев. Заведующий 25 библиотек сельских поселений, ветеран библиотечного дела и победители республиканских конкурсов собрались за одним столом. Но не только людьми, но и самим книжным фондом гордятся сегодня в Гудермесе. Только в прошлом году район получил свыше 10 тысяч книг. И еще развиваются книжные хранилища отдаленных сел. Свои награды именинникам приехали вручить представители аппарата уполномоченного по правам человека. 21 век, современный век, конкуренция у вас появилась, интернет, но вы не опускаете руки, вы продолжаете работать, вы даете людям право на образование, на просвещение. К слову, книжные фонды библиотек пополняются постоянно. За последние полгода, например, у нас в библиотеку поступило 15 тысяч книг, а всего их более 120 тысяч. Пока что читатели обходятся по-старому, собственной памятью, книгой и ручкой. И до момента создания цифровной библиотеки, возможно, пройдет еще лет 200. Но новые книги в печатном виде еще поступают и поступают. Левтина Бенедикова, Магомед Сулейманов и Луиза Юнусова. Новости.